Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Елена Знатурина, и вот о чем сегодня в выпуске. 500 пострадавших и больше 1000 обращений в народный контроль. Связано с недостатками уборки снега и наледи. Какие поручения сегодня дал Рустам Минниханов главам городов и районов, расскажет Рамиль Галиулян. Имя героя вечно. Совершили чудеса мужества и героизма, совершили чудеса мастерства полководческого таланта. В Казани открыли памятную табличку на доме, где жил генерал Сафиуллин, о легендарных подвигах и вечной памяти. Рамиль Шайдуллин. Чтобы ближе познакомиться с медициной. Решила начать с сестринского дела, чтобы понять точно, мое ли это. В республике проходит фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах». Подробности у Вероники Гайнудиновой. История переломной битвы в подлинных экспонатах. Здесь в основном представлены как раз вот эти вот личные вещи, да, солдат, которые находятся, какие-то элементы вооружения, какие-то элементы техники. В Казани открылась выставка, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве. Об уникальных экспонатах в репортаже Алены Струминской. Дань уважения и народной любви. В Казани сегодня открыли памятную доску на доме, где жил герой Советского Союза генерал-лейтенант Гани Сафиуллин. В торжественной церемонии принял участие президент республики Рустам Минниханов. 2 февраля страна отметила 80-летие победы в Сталинградской битве. Уроженец Арского района Гани Сафиуллин командовал стрелковой дивизией в боях за Сталинград, на Курской дуге и при форсировании Днепра. За личное мужество и героизм в 43-м получил звание Героя Советского Союза. Рамиль Шайдуллин о подвигах, которые остались вечными. Цветы к памятной доске Гани Сафиуллина сегодня несли все. Руководство республики, члены правительства, депутаты, военные, казанцы, земляки. В этом доме на улице Адамюка генерал-лейтенант жил с 60-х годов до последних дней. На фронтах Великой Отечественной войны Гани Сафиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром. Командуя 38-й стрелковой дивизией, он принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений разгроме немецких войск под Сталинградом. Ему было чуть больше 20 лет, когда попал в Красную армию, и 30, когда началась Великая Отечественная война. 42-й год Гани Сафиуллин встретил в звании полковника и тогда же возглавил уже легендарную 38-ю стрелковую дивизию. В кровопролитных боях с недостатком боеприпасов и окруженные Волгой они не сдали ни метра города. Наши все же военачальники, вот такие как Гани Бекинович, они совершили чудеса мужества и героизма, совершили чудеса мастерства полководческого таланта. Это поистине настоящий полководец, поистине настоящий полководец Великой Отечественной войны. К слову, уникален и сам дом, в котором жили не один, а сразу два наших героя. Федор Михайлович Красавин, освобождавший Освенцим, и Гани Бекинович Сафиуллин, взявший в плен первого немецкого генерала под Сталинградом. Именно сафиуллинцы, как себя называли солдаты и офицеры соединения, разгромили 371-ю пехотную дивизию вермахта, захватили в плен генерала фон Дребера. После в плен Красной армии сдались еще 23 немецких генерала. А дивизия Гани Сафиуллина получила звание гвардейской, сам командир звание генерал-майора и орден Суворова. Для начала, конечно, была большая работа проведена по изучению материала. Много интересного узнал сам для себя. Скульптор Артур Давыдов изобразил Гани Сафиуллина уже в послевоенные годы. Надпись «Сталинградская битва» напоминает о его главных боях, хотя была и Курская дуга, и форсирование Днепра, за которое генерал Сафиуллин получил звание Героя Советского Союза. Но сам герой говорить о войне не любил. Он любил жизнь, вспоминает его внучка. Слезами на глазах даже, когда вот он нас с отцом видел, мы встречались. У него всегда слезы были на глазах. Поэтому я рассуждаю, что он был очень добрым, хотя был таким героем. В 57-м, выйдя в запас, Гани Сафиуллин жил и работал в Казани. В октябре 67-го именно он нес вечный огонь, чтобы зажечь его у мемориала в парке Горького. Сегодня именем героя названа одна из улиц Казани. В деревне Иски-Кишит Арского района, в доме, в котором родился и вырос генерал, открыт музей. Татарстанский кадетский корпус ПФО в Нижнекамске также носит имя героя. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.
Рустам Минниханов – лидер в Приволжском федеральном округе в рейтинге политической устойчивости глав регионов. Такие данные приводит холдинг Минченко Консалтинг. Как отметили авторы исследования, президент Татарстана получил 20 баллов. На второй позиции губернатор Кировской области Александр Соколов, у него 18 баллов. Замыкает тройку лидеров Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, с 16 баллами. Эксперты отметили, цитата, Рустам Минниханов сумел найти изящный компромисс с Кремлем по вопросу сохранения особого наименования руководителя Татарстана. Раис. Конец цитаты. Высокую позицию в рейтинге ему обеспечило сохранение международных контактов, поддерживающих экономические перспективы региона. Рейтинг замыкают Алексей Русских, Ульяновск, Денис Паслер, Оренбург и Радий Хабиров, глава Башкортостана. 755 жалоб по поводу уборки снега и наледи оставили казанцы в народном контроле за эту неделю. По республике таких обращений больше 1000. В травмпункты с переломами и ушибами только в январе обратились 579 человек. Сегодня на совещании в Доме правительства Рустам Минниханов потребовал усилить работу по содержанию пешеходных зон и дворов. И не в первый раз президент заостряет внимание на проблеме отравлений угарным газом. В понедельник пострадали сразу 7 человек, 2 из них погибли. О тревожных цифрах начала года Рамиль Галиуллин. Сегодня хочу обратить внимание ответственных лиц на вопросы безопасности пешеходов в городской среде. Начал совещание Рустам Минниханов со скользкой темы – дорог и тротуаров. Их состояние оставляет желать лучшего. Из-за снежной каши и гололеда в травмпунктах республики жаркая пора. С начала года за медпомощью обратились 579 татарстанцев, каждый второй с переломами. Ежедневно пополняется новыми жалобами и народный контроль. Только за последнюю неделю больше 1000 обращений. Вот пишут из Казани. На Белинского тротуар во льду и снежных колдобинах. В Автограде из-за наледи не пройти, не проехать в 46-м комплексе. Не убирают лед, говорится в жалобе из Болгара. Острее всего вопрос стоит в крупных городах – Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Среди районов в аутсайдерах – Лаишевский и Спасский. Главам городов и районов, предприятиям ЖКХ, управляющим организациям следует усилить работу по зимнему содержанию территории, в том числе пешеходных зон. Обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан. Обращения, связанные с недостатками уборки снега и наледи. Снегопадов не было практически месяц, и жители недоумевают, чем занимаются коммунальные и дорожные службы. Почему нельзя направить силы на борьбу с гололедом? Думаю, может ночью выйти с топором, порубить самому колею. Вот я сейчас в ворота должен заехать. Заеду, не заеду, это как рулетка, понимаете? Еще одна тема, которая выбивается зимой в топы новостей – отравление угарным газом. Этот год не стал исключением. С начала 2023-го в республике произошло 12 случаев. 25 татарстанцев пострадали, из них 11 – дети. 2 человека погибли. За последнюю неделю произошло 4 случая отравления угарным газом. Это Казань, Азнакаевский район и 2 случая в Альметьевске. Вот в Азнакаевском районе у нас 2 человека погибли и пострадали 5 человек, включая 3 детей. Как отметил президент, основная причина трагедии – отсутствие тяги в дымоходах. Рустам Минниханов поручил усилить работу ответственных организаций, жилищной инспекции, газовиков и управляющих компаний. Мы этот вопрос и на заседании нашей комиссии Госсовета рассматривали, там комиссии. Надо собрать статистику по всей России. Эту тему обязательно рассмотреть на комиссии. На самом деле, она же еще не только может привести к гибели людей, это и может взорваться помещение, и трагедия будет еще более серьезная. Эти вопросы, они должны быть под нашим контролем. Пока не будет ответственного, пока не будет специализированной организации, эта история будет продолжаться все время. Как отмечают специалисты, чтобы не стать жертвой невидимого убийцы, одно из правил – категорически запрещено использовать для обогрева газовую плиту или духовку. А лучший способ себя обезопасить – проверять тягу в вентиляции или дымоходе, прежде чем зажечь газ. В частных домах в сильные морозы. Это особенно важно. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.
По итогам прошлого года Татарстан занял второе место в стране по производству валовой продукции в личных подсобных хозяйствах. В 2022-м объем товара среди всех категорий предприятий составил свыше 330 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил Марат Зябаров на совещании в Доме правительства. По словам министра, таких показателей во многом удалось добиться благодаря господдержке. За прошлый год малые формы хозяйств в республике получили почти 3 миллиарда. Это на 300 миллионов больше, чем годом ранее. У фермерских хозяйств есть резервы для роста животноводства, где по всем видам скота имеем некоторые снижения. Потери крупнорогатого скота составили 1378 голов, в том числе 170 коров. Наибольшее снижение в Рыбно-Слободском, Спасском, Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском районах. В то же время хорошо прибавили поголовье Высокая гора, Менделеевск, Сабы, Кукмар, во многом благодаря участию в грантовых программах. В районах и городах республики продолжаются сходы граждан. Уже можно назвать топ-3 вопросов, которые жители озвучивают на встрече с главами. В первую очередь это дороги и мосты, которые нужно ремонтировать и строить. Жалуются на отсутствие водоснабжения в селе и просят благоустроить территорию родников. В маленьких деревнях нужны ФАПы и фельдшеры. Какие вопросы озвучивали в Набережных Челнах, Елабужском, Мамадышском и Буинском районах, расскажет Светлана Звонарева. Отсутствие парковочных мест и вандализм. Эти вопросы подняли жители центрального района Автограда на сходе граждан. Челнинцев волнуют разбитые видеокамеры, разрисованные стены в подземных переходах и на остановках, пострадавшие от рук хулиганов парки и скверы. Головная боль автовладельцев – отсутствие парковочных мест. В работу вопросы берем, прорабатываем, и, конечно же, у нас есть обратная связь. Мы созваниваемся с жителями. Если необходимость есть, мы даем письменный ответ, но мы все вопросы, которые заданы на этих наших встречах, задаются, эти все вопросы решаются. Село Марты Елабужского района – одно из самых благоустроенных. Благодаря программе самообложения здесь появился центральный парк. В прошлом году собрали 279 тысяч рублей. Активно развиваются семейные фермы. Среди волнующих населения вопросов – строительство моста. На эти цели выделят 1 миллион 650 тысяч рублей. На мою просьбу и просьбу жителей глава района ответил положительно, обещал помочь. Хочу сказать большое спасибо за внимание к нашим вопросам. В Шатчинском поселении Мамадышского района сельские проблемы решаются также на средства самообложения. В 2022 году построили детскую площадку, парк отдыха, отремонтировали дороги. Летом планируют обновить территорию родников. С начала действия программы самообложения освоено 12 миллионов рублей. Население охотно и активно участвует в программе самообложения. Думаю, положительный результат очевиден. В этом году в селе Старая Мочалкино собирают по 5000 рублей с человека, в селах Новая Мочалкино и Юкачи по 2, в Вахитове по 1000, в Шачах по 800 и в селе Ямашево по 500 рублей. В Нижненарадбажском сельском поселении Буинского района живет около 1000 человек. На сходе жители подняли вопрос ремонта местного дома культуры. За 38 лет с момента открытия он ни разу не проводился. Капремонт планировали на 2022 год, но работы так и не начали. Руководство в очередной раз пообещало включить объект в программу капремонта. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Медучреждениям республики прямо сейчас нужны 800 медиков. Это как средний медицинский персонал, так и врачи узкой специализации. Востребована сегодня и медсестра с высшим образованием. Чтобы привлечь молодые кадры, для школьников и студентов проходит профориентационный фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах». Так для них сегодня распахнули свои двери все центральные районные больницы и ведущие клиники Татарстана. Вероника Гайнуддинова о том, как привлекают медицинские кадры. Нужна реабилитация, то есть адаптация к условиям жизни дома. Это лечебно-реабилитационный центр 7-й горбольницы. У школьников и студентов медколледжа экскурсия по клинике. Если первые пока только определяются со специальностью, вторые уже выбирают будущее место работы и как дальше развиваться. Решила начать с сестринского дела, чтобы понять точно, мое ли это. А вообще у меня семья, состоящая из врачей и медсестер, поэтому хотелось бы продолжить семейную цепочку. Сначала было то, что планы пойти на врача, именно на нейрохирурга. Мне предложили пойти на высшее сестринское и преподавать также в моем колледже. Хочется и преподавать, и работать, как-то совмещать это все, потому что и польза будет и здесь, и в преподавании. Для полного представления о будущей специальности для ребят проводят лекции по лечебному и сестринскому делу. Так, например, сегодня очень востребованы медсестры с высшим образованием. Вот большие клиники, такие как 7-я горбольница, РКБ, МКДЦ, Республиканский онкодиспансер, мы, конечно, их очень ждем, потому что в больших клиниках очень много таких вот должностей,
детей, когда ты не должен быть врачом, врачу не нужно этим заниматься, но и просто среднего образования тоже недостаточно. И сейчас, когда идет век высоких технологий, век сложной аппаратуры, век вообще очень сложных манипуляций, конечно же, медицинская сестра с высшим образованием, она приобретает совсем другой статус. В республике сегодня не хватает около 800 медработников. В основном это первичное звено. Врачи в ФАПах, амбулаториях, поликлиниках. Дефицитные специальности – офтальмологи, онкологи, врачи станций скорой помощи. Сами медики говорят, сегодня нужны универсальные доктора. Современная медицина, конечно, не бывает так, что вот только по одной специальности. Приходится приобретать смежные специальности для того, чтобы быть высококвалифицированными врачами. Вот, например, если хирург идет на операции, дает заключение, рентгенологи дают, компьютерные томографисты дают, так ведь, да? При этом, если хирург своими глазами посмотрит, это другого характера представления. Такое знакомство с клиниками и будущей профессии проходит в рамках фестиваля «Ангелы в белых халатах». Минздрав и медуниверситет проводят его уже в 11-й раз. Школьники и студенты смогли увидеть работу всех районных больниц и ведущих клиник республики. В свою очередь, медучреждения приглашают будущих врачей к себе на работу. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. «Засветись, Нижнекамск». Танцевальный флешмоб с таким названием объединил малышей из детских садов города. Массовая зарядка должна напомнить взрослым, насколько важны световозвращающие элементы на одежде детей. Акция приурочена к 50-летию детского движения «Юные инспекторы». Все участники своеобразного светового шоу получили заряд положительных эмоций и памятные подарки. Делайте зарядку, будете в порядке. Делайте зарядку, будете в порядке. Сегодня Рустам Минниханов поздравил победителей республиканского конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Итоги подвели в Доме правительства. В этом году конкурс проводился по 10 номинациям. Победителями стали Кировский и Московский районы Казани, города Альметьевск и Нижнекамск, а также Елабужский, Алексеевский, Апастовский, Мензелинский и Кукмарский районы. Для проведения этого конкурса была сформирована республиканская комиссия из 26 человек. Эта комиссия в составе 12 рабочих групп и при участии экспертов из Министерства культуры с 27 декабря по 8 января посетила 91 новогоднее мероприятие в 44 муниципальных образованиях республики. Мы продолжаем анализировать результаты всероссийской переписи населения. Согласно данным Росстата, количество регионов с численностью татар больше 100 тысяч по стране сократилось почти вдвое. Если в 2010 году таких субъектов было 11, то сейчас осталось всего 6 – Татарстан, Башкортостан, Тюменская, Оренбургская, Ульяновская и Челябинская области. К примеру, в Пермском крае за 10 лет численность татар сократилась на 23 тысячи человек. Как это объясняют представители местных татарских организаций, есть ли объективные причины сокращения численности нации? В нашем следующем репортаже. Вот он, многонациональный Пермский край. Здесь живут русские, татары, коми-пермяки, башкиры и другие. Татары здесь на втором месте по численности, но по результатам переписи их количество сократилось. У нас было по переписи 2010 года 115 тысяч. Я думаю, что, если даже и сократилось, максимум на 2-3 тысячи. 5 максимум. Никак не 23. В татарской национально-культурной автономии не согласны с такими результатами. Говорят, последняя перепись прошла некорректно. Просто было недоработано. Кому-то это было неинтересно, кому-то это было не нужно. А те люди, которые, некоторые даже не дождались переписчиков, они в интернет не заходили. К известному композитору Саубану Чубанаеву переписчики тоже не дошли. Никто не приходил. По интернету приняли участие? Нет. Деревня Башкултаева находится в 30 километрах от Перми. Здесь перепись вела Гульнара Вагапова, она библиотекарь. По ее словам, не все татары записались татарами. Я сама ходила переписью и считаю, что не все татары записались татарами. Это связано, наверное, с тем, что у нас русского населения становится все больше. В школах преподают на русском, в садике все на русском ведется, и поэтому стараются записать детей даже,
что они русские. В Пермском крае становится больше смешанных браков. Активнее идет процесс урбанизации. Преподавание татарского языка осталось только в сельских школах. Как нам сообщили в Департаменте по национальным и религиозным отношениям, в крае за 5 лет число школ с национальным татарским компонентом сократилось с 40 до 26. Если говорить по Пермскому краю, численность населения снизилась на почти 4%. А тех, кто не указал свою этническую принадлежность, в 2 раза. И, конечно же, сама перепись проводилась в достаточно сложном периоде жизни нашего общества. Это пандемия COVID-19, и перепись была перенесена в связи с пандемией, и это, конечно, тоже отобразилось. Плюс вот этот электронный формат прохождения переписи, очень многие могли обозначить язык и думали, что это автоматически переходит на национальность. Еще одна причина сокращения татар – миграция. Многие, кто еще в советское время приехал сюда на заработки, на шахты, теперь уезжают обратно. Последние годы у нас получилось то, что шахты все закрыли, отработались, и многие татары остались без работы, переезжали в другие регионы. И поэтому, я считаю, одна из причин в том, что поменяли место своего жительства. Демографические показатели в регионе тоже не в пользу татар. Рождаемость низкая, смертность, тоже высокая. Естественный прирост отрицательный на многих территориях. Но откуда же будет, каким образом увеличиваться численность? В этой ситуации главная задача – сохранить язык и культуру, говорят пермские татары. В городе работает единственный детский сад, где малышей обучают татарскому. Пермские власти предоставили здание, где планируют открыть образовательный центр для начальных классов. Сейчас его ремонтируют на деньги спонсоров. Чтобы у нас дети не забывали родной язык, культуру. Что еще могу сказать, что дети будут здесь доп. Образованием заниматься, то есть у нас дети попадают в сферу татарского языка, то есть даже ребенок, если будет играть в шахматы, будет бороться, может вязать, лепить, преподаватели будут разговаривать на татарском языке. Школу планируют открыть в сентябре. Средства собирают всем миром. Создали благотворительный фонд «Ватан» и надеются, такие частные меры помогут замедлить темпы сокращения татар в регионе. Радик Фархулин, Фаруза Мазитова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Пермский край. Возвращаемся к главной теме недели – 80-летию победы в Сталинградской битве. «Крепость на Волге» – выставка, которая открылась на этой неделе в Казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны. Здесь представлены уникальные экспонаты, привезенные с мест сражений под Сталинградом, часть из фондов Национального музея республики. Фотографии, военная форма, личные вещи бойцов и даже панно, собственноручно вышитое женами фронтовиков. Одно из первых редких экспонатов увидела Алена Струминская. Очень часто получается, когда мы находим место, где подбиты наши танки, очень часто находятся какие-то просто даже те же самые ключи, отвертки. Это личные вещи бойцов Сталинградской битвы. Кружки, гаечные ключи и даже самодельное домино. Внимание привлекает немецкий крем, трофей советского солдата. Его, как и другие предметы, с мест сражений привезли на выставку поисковики организации «Отечество». Представлены как раз эти личные вещи, солдат, которые находятся, какие-то элементы вооружения, какие-то элементы техники, те же самые педаль от танка, которые, с одной стороны, довольно-таки уникальный экспонат, потому что где вы так вживую вы видите настоящую педаль от танка. История битвы представлена и в фотографиях из фонда Национального музея. Практически все подлинные, на черно-белых снимках герои нашей страны, которые как никто знали цену победы. Очень интересный экспонат, мы его второй раз уже у нас здесь сейчас экспонируем. Это панно, картина такая вышитая, она вышита вручную. Это работа жен офицеров Казанского танкового училища, ушедших на фронт. Вышитое вручную панно они подарили училищу 8 марта 1943 года. Изобразили момент контрнаступления наших войск. На выставке тесно переплетается история Сталинградской битвы и история о том, какое участие в ней приняли наши земляки. Уникальный экспонат – список работников Казанского речного пароходства, которые погибли в районе Сталинградской битвы в 1942 году. В нем 12 фамилий. Это подлинное свидетельство истории этих семей нашей республики и страны.
На выставке документы, карты, характеристики солдат 147-й и 120-й стрелковых дивизий 91-й танковой бригады. Эти подразделения были сформированы в ТСР в 1942 году. Здесь и личные вещи героя Ганиса Фиулина, его фотографии и наградной лист. 40 татарстанцев, сражавшихся под Сталинградом, стали героями Советского Союза. Татарстан, как и вся страна, тогда встали на защиту не просто этого города. Надо понимать, ведь бой шел не за один только Сталинград. Это шел бой фактически за, наверное, всю судьбу дальнейшей войны нашей страны. Выставка приурочена к окончанию битвы под Сталинградом. Тогда танковые войска прорвали оборону противника и перешли в контрнаступление. Каждый экспонат зацепил тем, что действительно не верится в то, что данные все вещи были тогда на войне. Выставка проходит в музее-мемориале Великой Отечественной войны и продлится до 23 апреля. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня жители Татарстана сдавали нормы ГТО. В Казани стартовал всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне». 100 человек со всех районов республики преодолели полосу препятствий, соревновались в челночном беге, рывке гири, подтягивании и отжимании. Завтра команды ждут эстафеты и финал. Победители получат медали и кубок. По итогам фестиваля чемпионов 6 сильнейших участников получают путевку в сборную Татарстана, которая представит республику на всероссийских играх ГТО в Санкт-Петербурге. Так-то я легкоатлетка, но вот тут больше силовые упражнения. Ну, я постараюсь выложиться на все 100. В прошлом году хотелось попробовать что-то новое. Это какой-то вызов, новые задания, соревнования. Это было интересно. Плюс игры ГТО достаточно проходили масштабно, интересно и очень круто. Нам очень понравилось. Мы проводим уже 3-й год подряд. Мы отбираем со всей республики лучших, чтобы сделать сборную Республики Татарстан и отправить эту сборную на российские соревнования. Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди, которые занимаются именно физкультурой. Не профессионалы, не мастера спорта, не мастера спорта какого-то вида. Мы хотим, чтобы это было интересно именно человек, который просто занимается физкультурой. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас с прогнозом погоды вас познакомит Диана Асгар. Передаю ей слово. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! В студии Диана Асгар. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не прогнозируется. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохраняется. Без осадков. Ночная температура значительно ниже дневной. Днем 9, ночью 15 градусов мороза. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге небольшой снег и незначительный мороз. Ночью 12, днем около 8 градусов со знаком минус. Облачно с прояснениями в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Местами небольшой снег, в ночные часы до 16, днем от 7 до 11 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачная и одновременно снежная погода. Ночью 10 градусов, днем около 6 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске временами небольшой снег. Температурный фон существенно не изменится. Ночью и днем около 7 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше пройдет небольшой снег. Умеренный ветер. Ночью нас ожидает до 15 мороза. Днем до 8 градусов со знаком минус. Температура в республике на 4-5 градусов выше климатической нормы, а также наблюдается дефицит осадков. В начале новой недели температура немного понизится. В Казани облачная погода с прояснениями сохраняется. Пройдет небольшой снег, ночью около 6 мороза, при прояснениях до -8. А днем также ожидается около 6 градусов со знаком минус. Ветер юго-западного направления, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. В конце выпуска заглянем в праздничный календарь. 5 февраля метеорологи отметят свой профессиональный праздник. Поздравляем всех сопричастных. И пусть жизнь будет солнечной, как лучшая погода на Земле. До скорых встреч!